Всем привет! Советую вам не отлипать от телевизора, ведь здесь у нас просто медом намазано в прямом смысле этого слова. Я Егор Антипин, и у нас есть 13 минут, чтобы рассказать, как метод пчелы попадает к вам на стол. Казалось бы, очень простой вопрос с еще более простым ответом. Откуда же берется мед? Конечно же, от пчелы. Но ведь находит она его не готовым. Пчела, как настоящий кондитер, создает этот продукт из нектара. Многие боятся пчел, но, видимо, они не были в том месте, где пчел действительно очень много. Добро пожаловать на пчелиную ферму. И без паники. Здесь пчел хоть и много, но им не до нас, ведь работа у них выше улья. В Башкортостане больше всего липового меда. Эта цифра не случайна, ведь наша республика чемпион по липовым лесам. А еще мед получают с других ценных медоносов. Если у тебя 5 по медоведению, то ты наверняка догадался, что медоносы – это такие растения, с которых пчелы собирают нектар. Из нектара одной единственной липы пчелы способны собрать 16 килограмм меда, а с гектара цветущих липовых деревьев более тонны. Это как небольшой легковой автомобиль или как очень упитанный слоненок. Мед есть может каждый, но добыть его – это целая наука. И чтобы ее постичь, нужно для начала сменить имидж. Вот такой специальный костюм, так что ни одна пчела не проскочит. Лицевая сетка, чтобы полосатые труженики не запомнили моего лица и не пустили в ход свое жало. И, конечно же, дымарь – главное оружие пчеловода. На самом деле пчелы боятся вовсе не дыма. Они боятся лесных пожаров, а дым – их предвестник. Поэтому пчелы, понимая, что им придется далеко лететь, наедаются меда так, что их брюшки перестают гнуться, и они уже не могут ужалить пчеловода. Башкортостан славится своим медом, и здесь обитает уникальный вид пчел – бурзянская пчела, которой не встретить нигде более. В современном мире существует более 20 тысяч разнообразных видов и пород пчел. Просто рассказать о них всех, а вам выслушать не хватит терпения. Да и ни к чему. Мы остановимся на бурзянской. Чем же она отличается от других пчел? Своей работоспособностью, суровым характером и серым окрасом. А еще... Эта пчела дошла до Урала в своем естественном развитии. И здесь их развитие уже остановилось. И дальше Уральские горы не смогли преодолеть эти горы. Для нас с вами все пчелы одинаковые, но у каждого медового работника есть своя профессия. Разведчица. Именно она самая первая покидает улей и отправляется на поиски медоносов. Возвращаясь, разведчица танцем показывает другим, куда лететь. Вот так. Следующая профессия – это сборщица. Она относит пыльцу и нектар в улей. Приемщица. Именно она забирает нектар у сборщиц и проветривает его, выпаривая из него лишнюю влагу. Затем, уложив мед в соты, пчелы обмахивают его крыльями, и через 4-5 дней мед готов. И его переносят в другие ячейки, на этот раз заполняя доверху и запечатывая воском. А еще у пчел есть такие профессии, как уборщица, кормилица и охранники. Пчелы появились на нашей Земле 40 миллионов лет назад. Это так давно, что на нашей планете повсюду тогда было тепло. И даже в Арктике еще рос виноград. Ну, так говорят ученые. Пчел неспроста называют труженицами, ведь чтобы сделать килограмм меда, они вылетают 4 миллиона раз и пролетают расстояние в 2 раза больше окружности Земли. Скорость ненагруженной пчелы 65 км в час. Это средняя скорость автомобиля в нашем городе. А вот пчела с нектаром летит уже в 2 раза медленнее. За один раз пчела может принести 40-50 мг нектара. Но чем дальше она летит за ним, тем меньше приносит в улей. Ведь на 3 километра полета пчела расходует до 70% нектара. Не просто так мы до этого сравнили ее с автомобилем, ведь нектар для пчел то же самое, что бензин для машины. В одном улье находится от 20 до 60 тысяч пчел. Для сравнения, в одной школе учатся около 1000 ребят. Представляете, в 2 этих ульях пчел больше, чем учеников во всей нашей Уфе. Так как пчелы появились очень-очень давно, защищаться им тогда нужно было не от людей, а от себе подобных, от насекомых. Пчелиное жало представляет собой иглу с зазубринами. Таким оружием удобно протыкать хитиновый покров насекомых, но проткнув этим жалом кожу человека или животного,
Пчела теряет жало и после этого погибает. Зимой спят не только медведи, но и главные лесные кондитеры. И чтобы им спалось сладко в прямом смысле этого слова, трудятся они, не покладая крыльев от рассвета до заката. Если наши родители проводят на работе 8 часов в сутки, то пчелы в 2 раза больше. Говорят, что от сладкого портятся зубы, но ведь мед тоже сладкий, но тем не менее полезный. Как же так? Дело в том, что мед – это склад витаминов и полезных минералов. Так за счет чего же он такой сладкий? Да за счет фруктозы и глюкозы, натуральных подсластителей, которые легко усваиваются нашим организмом, в отличие от сахара. Нам с вами достаточно съедать 1-2 ложки в день этого вкуснейшего продукта, чтобы быть здоровыми. Но если хочется, то с медом можно и чай попить, и блинчики поесть. Ведь даже есть такая поговорка, что с медом и лапоть съешь. Но мы с вами обувь есть не будем, у нас задача другая – разузнать, как мед от пчелы попадает к нам на стол. Так что же выбрать на сладкое? Мед или конфеты? Конфеты или мед? Предположим, что мы голосуем за конфеты. А что, упаковки разноцветные, есть удобно и в кармане унести можно. Ну зубов-то у нас 32, а если увлекаться конфетами, то зубы быстро закончатся. Да и желудок у нас один, тоже можно заболеть от разноцветных сладостей. А еще лишние килограммы нам просто обеспечены. А такое богатство никому не к лицу. Друзья, мы ушли от цивилизации и забрались в самую глубь леса. Для того, чтобы выяснить, как же живут дикие пчелы. Не такие уж и дикие, потому что живут и работают они все равно под присмотром человека, в борте высоко на дереве. А что же такое борть? Борть – это своеобразный улей в стволе дерева. Вырезает ее бортевик и помечает дерево особым родовым знаком – танга, чтобы все знали, чьи это пчелы. Чтобы добыть такой мед, нужно не только не бояться пчел, но и еще быть самым настоящим альпинистом. На какой высоте должен располагаться борть? Борт с 3 метров и до 10 метров, может быть выше. В одном дереве можно сделать до 3 бортей. Бортевой мед собирают всего лишь раз в год, осенью. Оттого он и более ценен, а еще его плюс в том, что он богаче микроэлементами, потому что пчелы собирают такой мед в более естественных условиях. Для бортевика специально нужен главный топор. Чтобы поднимать вещи, надо веревка. И для бортевика нужен рикотау, кирам. А это поставка для ног, лянге называется. То есть это все самодельное, да? Да. Это же нигде нельзя купить, нигде не продается. Нигде не продается, никто. Это каждый бортовик сам делает. Я поднимусь вон туда и там же покажу. Хорошо. Мед у нас настолько любят, что в каждой деревне есть свой пчеловод. Для того, чтобы держать пчел, никаких специальных университетов заканчивать не надо. Главное – изучить основы пчеловодства и подружиться с пчелами. Итак, ребят, вот эта бочка называется медогон. Что же нужно делать, чтобы получить мед? Нужно взять полностью заполненную рамку медом, опустить ее в ячейку, в специальную ячейку, здесь бывает 3, 4, 5 ячеек, и начинать крутить. Сначала медленно, потом быстрее, быстрее, быстрее. И, друзья, так бывает, что мед просто вылетает. А ведь каждая капля этого ценного продукта на счету, поэтому есть специальная крышка от этой бочки, чтобы закрыть и не испачкаться. И также продолжаем крутить. Ну, мы же с вами хотим увидеть сам процесс, поэтому можно крышку пока поставить. Ну, друзья, нужно не упустить самого главного. Нужно взять ту же самую рамку и поставить ее другой стороной к сетке. Вот так делается. А вот, собственно, и пчелки прилетели. И продолжать в том же духе. Ну и последнее. Как же все-таки мед оказывается у нас в банке? Здесь у медогона есть специальный краник, открыв который можно подставить банку и налить туда мед. Все гениально и просто. Надо только пчел не бояться. Мед – это не единственный продукт пчелиного производства. Еще есть прополис. Это лучший природный антибиотик или, другими словами сказать, убийца всех микробов.
Пчелиный яд, по-научному апитоксин. В таком маленьком флакончике скрывается целая аптека. Удивительно, почему такая полезная штука называется ядом. Маточное молочко. Уникальный продукт. Представляете, здесь содержится идеальное соотношение всех микроэлементов, и оно улучшает работу всех жизненно важных органов. Пчелиный воск. Он заживляет ранки, вылечивает от воспаления, а также его используют в парфюмерии и косметике. Самый медовый конкурс, объявленный нами в интернете, идет на ура. Уже присланы вот такие работы. Ждем ваших вариаций написания слова «мед» подручными средствами в нашей группе в соцсети. Итак, как же мед оказывается на наших столах? Пчелы собирают нектар с медоносных растений и переносят его в свои ульи. В каждом улье стоят соты, это хранилища меда. В них полосатые труженицы разгружают собранный нектар и готовят из него самый настоящий мед. Пчеловод выкачивает готовый мед из сот, а на фабрике его расфасовывают в банки. Путешествие по медовой стране было сладким и полезным. Теперь мы с вами знаем, как мед отсюда попадает сюда, а потом сюда. Так что приятного медообедения, друзья. Пока!